Вы слушаете специальный выпуск реального подкаста проекта издания Дель Реали. Сегодня с вами, как всегда, Карина Джамал и Рамазан Алпаут. Всем привет. Привет. Сегодня мы решили дать слово двум партиям, которые участвуют в выборах разных уровней. Мы поговорили с ключевыми фигурами Яблока и Российской партии свободы и справедливости в Татарстане. Мы задали им одинаковые вопросы, но, к сожалению, голосовая запись сделана лишь с представителем Яблока, поэтому слова его оппонента мы озвучим сами. А я напомню, что 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму. Они пройдут 19 сентября 2021 года. Одновременно с выборами депутатов Госдумы пройдут также региональные кампании. 12 субъектов Российской Федерации выберут губернаторов, 9 прямым голосованием, 3 через парламент. Еще в 39 состоится голосование за кандидатов в депутаты в законодательные собрания. И как теперь это уже принято в России, процесс голосования будет длиться 3 дня, с 17 по 19 сентября, и будет применено онлайн-голосование, что, мне кажется, впервые так вот глобально в России проводится. Чтобы это не выглядело так, как будто бы мы участвуем в агитационной кампании, а то это немножко выглядело, мне кажется, сначала. Мы объясним, что на самом деле мы задавали вопросы всем политическим партиям, которые участвуют в выборах в Татарстане, но не все пожелали нам отвечать. Да, но еще не вечер, возможно, кто-то еще ответит. Да. Мы будем еще созваниваться с ними, хотя некоторые партии, до которых мы дозвонились, что-то не проявили особого интереса. Ну да, кто-то сказал, что они просто заняты, у них нет времени на это, кто-то просто не пожелал ответить. У всех разные причины. Я просто замечу, что мы пытались спросить у всех, но не все захотели отвечать. Вот ответили нам 2 партии, и это уже неплохо, вполне себе неплохой срез. Тем более одна из этих партий, это Российская партия свободы и справедливости, довольно новая. И будет интересно узнать, что они думают по вопросам. И замечу, что у нас, я думаю, наши читатели и слушатели знают, что мы пишем не только о Татарстане и рассказываем не только о событиях в этой республике. У нас целых 15 регионов, о которых мы говорим. И, например, в Мариэл у нас уже вышел большой материал, где наш корреспондент местный задал вопросы разным партиям и получил ответы почти у всех партий, кроме 3, по-моему. И вы можете почитать, если вы из Мариэл и сомневаетесь с выбором, за кого голосовать, зайдите, почитайте. Он задавал партиям один и тот же вопрос, и партии отвечали по-разному абсолютно, и довольно интересно узнать мнение всех участников избирательного процесса на один и тот же вопрос. У нас такая же, собственно, история с Татарстаном. Рамазан, тебе слово. Я еще хотел добавить, что помимо партий, которые участвуют на выборах, и самовыдвиженцев, мы также в целом освещаем весь процесс. Например, в Башкортостане мы очень активно освещаем те вещи, которые сейчас происходят, когда людей снимают с выборов. Все это остается не без нашего внимания, да, потому что мы, как СМИ, обязаны осветить весь процесс. В Башкортостане вообще очень интересная ситуация, потому что у них сняли почти всех одномандатников. Получается так, что в республику просто нет возможности попасть от республики в парламент или в другие места, там, в Госдуму, не используя ресурсы партий. То есть они просто выбрали такую тактику. Это тоже довольно интересно, просто в разных регионах происходит абсолютно по-разному. Итак, Карина, первым на наши вопросы отвечал Дамир Исхаков, представляющий Российскую партию свободы и справедливости. Карина, ты задавай вопросы, а я буду зачитывать его ответы. Ответы Дамира Исхакова. Хорошо, я прикинусь, получается, тобой, а ты Дамиром Исхаковым. Хорошо. Разработкой законопроекта в какой сфере вы намерены заняться в первую очередь в случае вашего избрания? В случае успеха хочу заняться законами об образовании и национально-культурной автономии. Кстати, интересно, национально-культурная автономия о чем он говорит? Я думаю, что здесь не зря вот такая комбинация происходит, потому что закон об образовании, собственно, и был изменен Путиным, а потом Госдумой, по инициативе Путина, скажем так. Добровольность государственных языков республик, она была установлена как раз новыми изменениями в закон об образовании. И я думаю, что именно в этом контексте имеет в виду Исхаков будет заниматься этим. В России, как известно, есть территориальная автономия и экстратерриториальная автономия. То есть территориальные — это вот республики национальные,
А экстерриториальные — это всякие федеральные, национальные культурные автономии, и не только федеральные, они бывают региональные и так далее. Вот, собственно, в Татарстане, например, небезызвестный человек возглавляет, вернее, он из Татарстана, а на федеральном уровне татарскую национальную культурную автономию возглавляет Гильмутдинов, если мне не изменяет память, по крайней мере, так было до недавнего который времени. депутат Госдумы? Да. Окей. Знаешь, ты сейчас сказал про Путина, о том, что из-за него Госдума приняла закон, по которому татарский язык и другие национальные языки убрали из программы. Я тут последние несколько дней читаю книгу политолога Шульман. Она в этой книге рассказывает про пункты, которыми должна заниматься Госдума. Ну, то есть хорошая Госдума, а не авторитарная Госдума, в авторитарном смысле государства. И один из пунктов как раз-таки был о том, что нельзя, чтобы законы принимались из-за того, что утром в газетах написали, а вечером уже закон вышел. И вот слова Путина вполне себе попадают под это. То есть он сказал, и буквально через несколько дней все изменилось, и в жизни многих национальных республик пошли довольно деструктивные процессы именно вот из-за отмены языков. Именно поэтому у нас будет чуть позже вопрос про Государственную Думу кандидатам. Собственно, мы всем кандидатам это задаем, и будет ответ и как от Яблока, так и от Российской партии Свободы и Справедливости. Хорошо, мы опять отвлеклись. Следующий вопрос. Будете ли вы инициировать возвращение обязательного преподавания государственно-татарского языка для всех учеников республики? Сейчас, как известно, его изучают только по заявлению родителей. Исхаков на этот вопрос ответил следующим образом. В данной ситуации обязательность нецелесообразна из-за предыдущих ошибок. Пока лучше оставить добровольность. В дальнейшем, по мере снятия напряжения по языковому вопросу, да, возможно. Удивительный ответ от человека, который, в принципе, довольно серьезно занимался самоопределением татар и другими вещами. Этнической политикой, и проявлял себя как активист, можно сказать, в определенной степени. Честно, меня вот этот ответ очень удивил. Но мы не будем осуждать или как-то по-другому удивил сказать. Это еще не значит осуждать. Хорошо. Осуждать или не осуждать, это, конечно, дело наших слушателей, Это наших правда. читателей, поэтому мы вам предоставляем информацию, а вы делаете выводы. Следующий вопрос. Является ли нынешнее распределение доходов Татарстана между федеральным центром и республикой, на ваш взгляд, справедливым? И почему? Исхаков ответил на этот вопрос следующим образом. Распределение доходов крайне несправедливо, не обеспечивает нормального развития республики и достойную оплату труда в Татарстане. Нужно хотя бы 50/50. Окей. Такое чувство, что это у Исхакова было только... Он как будто тебе в сообщениях отвечал ограничен... Или в Твиттере, знаешь, ограниченным количеством знаков. Меня тоже это удивило, что такие очень короткие ответы, причем на один мой имейл, где было 5 вопросов, он ответил 5 имейлами, и в каждом имейле был ответ на один из вопросов из моего имейла. Это немножко странно. Окей. Есть точка зрения, что Госдума России превратилась в декоративный орган, исполняющий указы Кремля. Как вы относитесь к такому мнению? Исхаков считает, что с этим мнением следует согласиться. Очень коротко. Это весь его ответ. Ну, кстати, возвращаясь к тому, что мы обсуждали о реальном статусе Государственной Думы, вот, собственно, такой вот интересный ответ. Кстати, забегая вперед, у Яблока будет примерно то же самое. Поддерживаете ли вы нынешний внешнеполитический курс президента России Владимира Путина? Интересно, он так ответил. Абсолютно не поддерживаю этого политика. То есть он даже не сказал «не поддерживаю внешнюю политику». Он сказал, что этого политика. Вот такие у нас ответы от Дамира Исхакова, от Российской партии Свободы и Справедливости. Кстати, замечу, что совсем недавно, вот буквально на днях, одна из ключевых фигур этой партии, Максим Шевченко, приезжал в Казань, они провели пресс-конференцию. Мы об этом писали, у нас есть целый материал об этом, приложим, как обычно, к подкасту. Сможете прочитать, там немного шире, немного объемней, и можно будет больше ознакомиться с мнением этой партии на какие-то вопросы и о том, что они собираются делать в Госдуме, если они туда попадут. Чтобы не пропустить следующий выпуск подкаста, подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где вы нас слушаете. В YouTube обязательно нажмите на колокольчик, это поможет нам быть услышанными и другими пользователями соцсети. Да, и спасибо, что вы нас слушаете. Это не все, если что. Мы просто немножечко решили устроить перебивочку между двумя спикерами.
Теперь у нас другой представитель партии, это Руслан Зинатуллин, он лидер списка в Татарстане «Яблоко», и, собственно, он лидер регионального отделения партии, он такой, я думаю, мастодонт с точки зрения участия в различных выборных кампаниях. Я думаю, нашим слушателям и читателям он вполне себе знаком, он довольно такой известный оппозиционный политик в Татарстане. Давай теперь ты задавай вопросы, а в этот раз мы услышим голос самого Руслана. Мы, кстати, всем присылали имейлы и потом начали звонить. Господин Исхаков ответил письменно. Да-да-да. А господин Зинатуллин ответил на звонок и сказал, сейчас прямо готов отвечать. Разработкой законопроекта в какой сфере ваша партия намерена заняться в первую очередь в случае избрания ваших кандидатов в парламенты? Смотрите, у нас за последнее время принято очень много вредных законов, таких как законы об иностранных агентах, законы о экстремизме там и так далее. Вот. Мы считаем, что в первую очередь нужно отменить вот эти вот все вредные законы, которые были приняты за последние 20 лет, но основное их количество принято за последние 5 лет. Вот. Далее у нас в партии разные специалисты существуют, поэтому я думаю, что каждый из них будет заниматься своими законами. Скажите, будет ли инициировать ваша партия возвращение преподавания обязательного государственного татарского языка для всех учеников республики? Сейчас, как известно, его изучают только по заявлению родителей. Да, мы считаем, что раз в Конституции Татарстана у нас есть 2 государственных языка, то они должны оба преподаваться в обязательном порядке в школах Татарстана, пока в Конституции это действует. Потому что в противном случае получается, что у нас нету 2 равноправных языков. Является ли... Более того, те граждане, которые говорят, что им не нужен татарский язык и так далее, почему-то никто не говорит, что им не нужен английский или математика. То есть мы считаем, что это, в общем-то, неуважение татарскому народу. Является ли нынешнее распределение доходов Татарстана между федеральным центром и республикой, на ваш взгляд, справедливым? Мы считаем, что вообще не только между республикой и федеральным центром, вообще между регионами России и федеральным центром совершенно неправильно распределяются доходы. И кроме того, они неправильно распределяются не только между субъектами федерации, но и среди муниципалитетов. Потому что сейчас создана такая система, при которой все сначала забирается в Москву, а потом раздается там по разным федеральным программам. То есть, а муниципалитеты у нас вообще нищие. То есть муниципалитеты также ходят с протянутой рукой к региональным властям, как региональные власти к федеральному центру. Мы считаем справедливым распределение налогов по трети. То есть треть налогов идет в федеральный центр, треть в региональный бюджет и треть в муниципалитеты. Для того, чтобы люди на местах могли решать те проблемы, которые у них существуют. То есть не ждать какую-то федеральную или региональную программу, чтобы им там построить детский садик или там футбольное поле, а сами могли распоряжаться своими финансами, то есть что им в первую очередь нужно. Есть точка зрения, что Государственная Дума России, куда и ваши представители претендуют, превратилась в декоративный орган, исполняющий указы из Кремля. Как вы относитесь к такому мнению? Я совершенно с ним согласен. На сегодняшний день в Госдуме, я считаю, есть одна партия с 4 фракциями, потому что по многим вопросам они голосуют одинаково. Кроме того, даже если мы возьмем поправки в Конституцию, то никто из них не голосовал против. Максимум, что они делали, это воздерживались, либо голосовали против только 5-го срока Путина. Кто-то из них голосовал против, по-моему, коммунисты. Остальные ЛДПР, по-моему, голосовало за, «Справедливая Россия», не помню. Вот. И именно поэтому мы идем в Государственную Думу для того, чтобы это стал реальный орган законодательный, а не орган проштамповки решений Кремля и правительства. Поддерживаете ли вы нынешний внешнеполитический курс Владимира Путина? Нет, мы абсолютно его не поддерживаем. Мы считаем, что тот политический курс, который продвигает Владимир Путин, он ведет
нагнетанию вражды, к тому, чтобы люди считали, что вокруг нас кольцо врагов, с которыми нам нужно бороться. Потому что когда у тебя нет внутренней какой-то программы экономической, внутренней повестки, единственное, что остается делать Путину, это говорить, что все против нас, а мы такие хорошие. Вот. Поэтому мы считаем, что необходимо создавать политику. Это создание не врагов, а создание друзей и партнеров. То есть мы должны влиться в мировую политическую систему не как Северная Корея, а как нормальная европейская страна, которая, безусловно, должна свои интересы продвигать, но делать это с уважением к другим участникам и не прекратить вот эту вот риторику оскорблений партнеров на международной арене, прекратить риторику войны. Мы считаем, что у нас в нашей стране есть чем заняться, вместо того, чтобы участвовать в локальных там или региональных политических войнах, вернее, не политических, а в войнах. Мы считаем, необходимо вывести войска из Сирии, вывести войска из Украины и пытаться налаживать диалог. Большее внимание уделить, конечно, Афганистану, потому что тот режим, который сейчас пришел к власти, он представляет опасность в том числе для России и для бывших советских республик, которые, в принципе, самостоятельно не все могут охранять те же самые границы. Напомню, что это был Руслан Зинатуллин, первый номер партии «Яблоко» в Татарстане. И еще раз заметим, что это не агитационный ролик, никаким образом это не то, что вы могли подумать, потому что, да, у нас только два представителя всего лишь двух партий, но это не наша вина. Мы пытались получить ответы у всех партий, не все захотели отвечать, но, опять же, как Рамазан в самом начале сказал, возможно, кто-то из них еще захочет ответить, может быть, даже после этого подкаста, поняв, что мы, в принципе, могли бы дать им площадку для того, чтобы они высказали свое мнение. Тем более, что, как я понимаю, до сих пор в России не очень популярны дебаты, поэтому почему бы не присоединиться к таким, пусть и офлайн дебатам в рамках нашего подкаста. У нас есть еще 1 неделя. Будем ждать их ответов. Подписывайтесь на нас в стриминговых сервисах. Мы есть и в Apple Podcasts, и в Яндекс.Музыке, и в Spotify, или в любом другом приложении, где вы нас слушаете. В YouTube обязательно нажмите на колокольчик, так вы поможете нам достучаться до еще большего количества людей. И спасибо еще раз, что вы нас слушаете. И я призываю вас идти в комментарии и обсуждать и дискутировать на те темы, которые мы сегодня затронули, потому что для Татарстана, я думаю, они очень важны. И государственный язык, и изучение его в школах, и распределение налоговой базы и других вещей, и, собственно, мнение о том, что такое современная Госдума в России и какой она могла бы быть, например, что тоже довольно интересно, чем бы она могла заниматься и как работать, а не, может быть, у вас совсем другое мнение на тот счет, какая она сейчас, и вам кажется, что это отличный парламент и вполне себе место для дискуссий. Вы слушали специальный выпуск реального подкаста проекта издания Дель Реали. С вами были Карина Джамал и Рамазан Алпаут. Пока-пока.